В России увеличат размер и сроки выплат ежемесячного пособия за первенца. Деньги на ребенка будут выплачиваться вместо 1,5 до 3 лет. Нововведение вступит в силу с Нового года и будет касаться семей, где малыши появились на свет после 1 января 2018 года. Подробнее расскажет Анастасия Ильчебаева. Стоит около 100 рублей, и ее хватает на 3 дня. Эти тоже около 24-29 рублей. Это большие расходы, конечно. Еще плюс, конечно, соки, пюрешки. И так незаметно на питание уходит большая часть детского пособия. До октября Нурия получала по уходу за ребенком и ежемесячные выплаты за первенца, так называемые путинские. Выходило около 12 тысяч. Деньги тратили на еду ребенку, памперсы, игрушки, одежду. Доход семьи около 30 тысяч рублей. Это зарплата мужа и пенсия по инвалидности Нурии. Последняя, кстати, уходит ей на лекарства. Несколько лет назад девушка получила травму позвоночника. Недавно молодая мама узнала, что может и дальше получать ежемесячные выплаты, и обратилась в Министерство семьи, труда и социальной защиты. ВКонтакте есть представитель министерства. Я написала им, и они мне ответили на вопрос, смогу ли я до 3 лет продлить пособие, так как услышала закон о том, что вступит с 1 января закон вступит в силу. Она мне ответила, что да, я смогу получать пособие. Это здорово будет вообще до 3 лет. Ежемесячное пособие за первенца сейчас выплачивают, пока ребенку не исполнится 1,5 года. А в июне в ходе прямой линии Владимир Путин дал поручение увеличить сроки выплат до 3 лет. Мы запросили у федерального бюджета, это финансирование федеральное будет, запросили на следующий год на эту выплату, только на эту выплату 4,5 миллиарда рублей. И отмечу также, что и сам размер пособия увеличится с Нового года. Если сейчас он составляет 9182 рубля, то с Нового года будет 9789 рублей, то есть рост более чем на 600 рублей. Изменятся и критерии для назначения выплаты. Сейчас доход должен составлять 1,5 прожиточных минимума на человека, а с Нового года уже 2. То есть если, например, в семье, где есть мама, папа и ребенок, личный бюджет не превышает 62 тысяч рублей, то они могут рассчитывать на поддержку. Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в МФЦ. Из-за повышения порога среднемесячного дохода количество получателей поддержки увеличится. Сейчас это каждая вторая семья, где первенец родился после 1 января 2018 года. Ожидается, что этот показатель увеличится с 50% до 70%. Это по России. А в республике вовсе, из-за того, что регион преимущественно сельский, планируется, что количество семей, которые смогут рассчитывать на такое пособие, увеличится до 90%. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин. Новости Уфа.